русская поэзия в Коми Республике, она, в принципе, поднялась совсем недавно. Вот. И этому способствовали такие поэты, как Надежда Мирошниченко, Валерий Вьюхин, в Воркуте несколько поэтов было. Я так думаю, что многие поэты читают, скажем, стихи Андрея Попова, и очень многие берут от него вот этот заряд иронии какой-то, вот, заряд веры, надежды, любви. Он умеет писать так, что заряжает не только молодых, но я, кстати, очень много заряжаюсь от него. И вот последняя его подборка на сайте российского писателя, она меня буквально потрясла. У меня такое ощущение, что он переступил на какую-то новую ступеньку и поднялся даже над собой, не то что над нами, но над собой поднялся. Сильный поэт очень, Андрей Попов. В последнее время, вот благодаря тому, что были литературные объединения русского языка, на русском языке, были семинары на русском языке, появилось очень много молодых поэтов, и не очень молодых, но вот действительно подлинных поэтов, которые, мне кажется, они разовьются в настоящих поэтов. Очень много девчонок, которые писали, еще в школе писали, или в школе, или в колледжах, там, я не знаю каких, вот, писали совершенно примитивные стихи, но у них что-то уже было в этих стихах. Их брали на семинары, из них вдруг вырастала фигура какая-то. Вот, допустим, Мария Размыслова. Я считаю, что из нее вырастет настоящая вторая Мирошниченко. Я знаю, например, вот Александр Герасименко, я с ним ездил выступать в Троицко-Печорск и на Вуктыл. Вот. И когда у него было первое выступление, он был весь зажат, он трясся буквально. Была аудитория такая приличная, в зале сидели старшеклассники, и вот он трясся. А потом я вышел и начал выступать. Вот. Я-то, естественно, уже привыкший. Вот. Он посмотрел на меня и говорит: а что я трясся-то? Вот. И перестал трястись. И он, когда после этой поездки, он мне очень благодарил, что я ему преподал хороший урок работы со словом, во-первых, а во-вторых, работы на аудиторию. Вот. И я знаю, что он все мои стихи, которые опубликованы, он все прочитал и очень многому научился. Потому что я вижу это по его стихам уже. Он что-то от меня берет. А вообще говоря, сейчас вот есть какие-то вот поэты, которые действительно вот как локомотивы тянут всю поэзию, русскую поэзию. Мирошниченко, Андрей Попов. Ну, я себя к этой когорте причисляю, да, вот. А вот они тянут эту молодежь, которая действительно подтягивается.